Здравствуйте, в эфире информационная программа «Настоящее время Азии» с главными событиями дня в пражской студии. Я Шахида Якуб. Сегодня в программе. Версия теракта не исключена. Сомнений в том, что египетский лайнер потерпел крушение, ни у кого почти не осталось. Мы должны прийти к каким-то выводам, чем бы ни была эта трагедия, случайностью или терактом. В Казахстане массовые аресты активистов. Это происходит накануне общенациональной акции протеста против продажи земли иностранцам. За решеткой уже более 20 человек. Получается мораторий по Калиповой. Перемирие сорвано. По всей Сирии возобновились бои всех со всеми. В Алеппо исламисты опять применили отравляющий газ. Авиация бомбит жилые кварталы. Охота на сирийских ведьм в кыргызской глубинке. Односельчане требуют преследовать семью, которую подозревают в попытке выехать в ИГИЛ. Битыми стеклами дело не ограничивается. Как не пойдем домой, у них полно еды, хорошо одеваются, а мы от пенсии до пенсии перебиваемся. В Париже пылают полицейские машины. Демонстрации против изменений в трудовом законодательстве трансформировались в настоящую войну с полицией. Уже 300 сотрудников получили ранения. На Урале бедных будут кормить бесплатно. В разгар экономического кризиса в России предприниматели решили спасти самых обездоленных земляков. Я маслица могу взять, могу колбаски взять, могу рыбки взять. В Средиземном море найдены обломки, которые могут принадлежать потерпевшему крушение египетскому самолету. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в военном ведомстве Греции. Самолет Airbus A320 авиакомпании Egypt Air, выполнявший рейс из Парижа в Каир, пропал с радаров в ночь на четверг. На его борту находилось 56 пассажиров и 10 членов экипажа. По словам одного из высокопоставленных представителей египетской авиации, об исчезновении самолета сообщили греческие диспетчеры. Экипаж не подавал никаких сигналов о помощи и не сообщал о потере высоты. Французские власти не исключают возможности теракта. Как только мы узнаем правду, мы должны прийти к каким-то выводам, чем бы ни была эта трагедия, случайностью или терактом, а мы все, наверное, рассматриваем такой вариант, сейчас необходимо просто выразить свои соболезнования семьям погибших и разобраться, что привело к этой катастрофе. На трагедию уже отреагировал и Североатлантический альянс. Я знаю, что Франция и Египет договорились совместными усилиями работать над выяснением причин трагедии. Мы продолжим следить за ситуацией, и если получим запрос о содействии, мы, конечно, готовы помогать в расследовании. Авиакомпания Egypt Air подтвердила, что связь с лайнером была потеряна за несколько минут до посадки, вскоре после того, как он вошел в воздушное пространство Египта. Никаких комментариев о техническом состоянии судна пока не поступало. По данным синоптиков, погодные условия над Средиземным морем в ночь на четверг были благоприятные. Глава ФСБ России Александр Бортников заявил о наличии серьезных оснований считать наиболее вероятной причиной катастрофы самолета Egypt Air террористический акт. Руководитель российской спецслужбы сказал, что Москва пока не рассматривает возможность ограничения воздушного пространства с Францией после крушения самолета. Международные правозащитные организации призвали власти Казахстана немедленно освободить и прекратить преследование активистов, выступивших в протестах против планов правительства по приватизации и аренде сельхозугодий. Более 20 человек в разных регионах Казахстана находятся под административным арестом по обвинению в нарушении законодательства о порядке организации и проведения мирных собраний. Это люди, которые так или иначе выражали свое отношение к предлагаемой правительством земельной реформе и говорили о возможном митинге по земельному вопросу, якобы намеченном на 21 мая. Human Rights Watch в своем заявлении говорит, что никто не может быть заключен под стражу только потому, что выразил желание участвовать в мирном протесте. В конце апреля сотни человек вышли на митинги протестов против поправок в Земельный кодекс Казахстана, позволяющий иностранцам брать в аренду сельхозугодия сроком на 25 лет. О том, что происходит вокруг объявленного всеказахстанского митинга протеста, назначенного на 21 мая, я говорила с одним из активистов гражданского движения Ермеком Нарымбаевым. С каждым днем становится все больше и больше арестованных активистов, которые организовывали митинги протестов сразу в нескольких городах. Вы тоже один из явных таких активных участников. Не боитесь, что к вам тоже постучатся и заберут на 15 суток? Ну, так получается, что не то что со дня на день, но и с часу на час я жду стука в дверь для обыска, для задержания.
Чем обоснован страх? Зачем же вот так? Видимо, ведь планировались, как я понимаю, мирные акции протеста. Зачем же так бояться и арестовывать загодя организаторов? Ну, как раз власти боятся, что пройдут большие мирные митинги, которые могут поставить вопрос сейчас об отставке правительства Карима Масимова, а потом вопрос и об отставке президента и полностью сворачивание всех значит, каких-либо поползновений по земельному законодательству. Чего вы требуете? Главное, обозначьте свои главные требования к правительству. Скажем так, первое, сейчас все поправки отмениться должны, касающиеся того, чтобы иностранцы могли снимать в аренду, брать в аренду землю или покупать ее. То есть соседние страны и их компании могут через открытие дочерних компаний в Казахстане с казахскими названиями, с казахскими директорами, могут полностью владеть собственностью как маленькими 500 метров, так и миллионами, сотнями тысяч квадратных километров. То есть, в принципе, законодательство это позволяет сделать. Был мораторий, о котором было широко объявлено со стороны президента. Но дело в том, что он ссылается на 40-ю и 44-ю статью Конституции, которые, если внимательно посмотреть, ему такого права на приостановление законов, ему такого права Конституция не дает. Так что получается мораторий по Калиповой, значит, земельная комиссия, которая тоже объявлена после первых митингов, она тоже эффективна. Но насколько реально проведение вот этой всей казахстанской акции протеста 21 мая, если сейчас практически главных активистов уже арестовали? Ну, я думаю, что, скажем так, народ сам выходит, судя по обсуждению на Фейсбуке, в других социальных сетях, народ сам решительно настроен на митинги и митинги мирные, без каких-либо палок, камней, витрин и так далее. Власти пока настроены оцепить вот эти центральные площади во всех городах и тем самым не допустить народ к месту сбора. Активисты говорят о том, что земельная комиссия состоит из повластных членов и создана для отвода глаз. А что говорят на эти обвинения сами члены комиссии? На вопросы нашей передачи ответил один из них, Доскашим. Да, многие говорят, что эта комиссия была создана для отвода глаз. Но я считаю, что все варианты, скажем, диалог с правительством, с властью надо пройти. Потому что если мы считаем, что наши требования правильны, надо пройти и, как говорится, не надо разные, скажем, придумать доводы и отказаться от этого. В Узбекистане уже второй месяц в психиатрической больнице находится известная правозащитница Елена Урлаева. Руководитель правозащитного альянса Узбекистана в принудительном порядке была госпитализирована 7 марта. Следует отметить, что за несколько дней до этого Международный форум прав трудящихся объявил о присуждении ей премии за преданность работе во имя искоренения системы принудительного труда. Елена Урлаева вот уже несколько лет занимается расследованием принудительного труда на хлопковых полях Узбекистана. Она неоднократно была задержана сотрудниками силовых структур за свою правозащитную деятельность. Ее приговаривали к выплате штрафов, подвергали избиению и отправляли на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Ранее я связалась с узбекской правозащитницей Мутабар Таджибаевой и попросила рассказать о нынешнем состоянии здоровья Елены Урлаевой. Елена Урлаева уже больше 2,5 месяца находится психоотделение. Я думаю, это действительно связано его правозащитной деятельностью, потому что каждый раз, когда его закрыли психоотделение, именно тогда она подняла какой-то важный проблема нарушения прав человека. Можно сказать, что в Узбекистане правозащитное движение умирает. История, произошедшая с латвийским предпринимателем Улдисом Скудрой, напоминает остросюжетный триллер. 5 лет назад на его жизнь была совершена попытка покушения. Человек, который пытался его убить, признался в том, что его наняли. Однако прошло 5 лет, и следствие еще не выяснило, кто был заказчиком этого убийства. Сам Улдис Скудра подозревает в этом узбекского бизнесмена Акбара Абдуллаева. Предприниматель Абдуллаев, купивший 2 роскошные гостиницы в Риге, а затем в 2012 году потерявший их, является племянником президента Узбекистана Ислама Каримова. Акбар Абдуллаев, некогда курирующий все крупные предприятия Ферганской долины, сейчас, по имеющейся информации, находится под арестом в Ташкенте. Внести ясность в латвийский детектив я попросила журналиста Фаруха Юсупова, который занимался расследованием этого дела.
Барали Абдуллаев – это довольно-таки молодой парень, 82-го года рождения. Акбарали Абдуллаев был непосредственно курировал или контролировал все крупные государственные предприятия в Ферганской области. Это Кварцев, Куасай цемент, нефтеперерабатывающий завод в городе Фергане и другие, ряд других. То есть Ферганская долина – это была его вотчина, можно так сказать, которую он контролировал? Можно так сказать. И стоит отметить, что речь идет о человеке, которого приговорили в прошлом году к 10 годам лишения свободы. И в приговоре говорилось, что он незаконно присвоил из этих предприятий ни много ни мало $800 миллионов. Ну хорошо, а что случилось в скандал в благородном семействе? Человек, которому было дано карт-бланш в Ферганской долине, вдруг его сажают в тюрьму и отбирают какую-то собственность. В то же время в Латвии идет разбирательство по поводу 2 гостиниц, которые были куплены на его имя. Что произошло? Ну, все началось с того известного случая, когда Гульнара попала в немилость, Гульнара Каримова, и в это время у Акбарали Абдуллаева всплыли материалы по поводу того, что Акбарали Абдуллаев незаконно присваивал деньги. И в то время еще есть такой момент, в Фергане Акбарали Абдуллаев прослыл под таким псевдонимом или кличкой «Князь». Его многие, по крайней мере, в узком кругу в Фергане на местном уровне многие видели как будущего президента. Наверное, это и стало главным мотивом его. Да, возможно, что это и стало, это тоже подтолкнуло на резкие движения в его отношении. Хорошо, но так называемый князь, как вы говорите, сидит в тюрьме в Узбекистане. В то время идут разбирательства относительно его собственности в Латвии. Выясняется то, что Латвия очень популярная для узбекских чиновников и их детей, а также прошлых бизнесменов страна. Тут такой, соответственно, получается такой Монте-Карло для узбеков. Да. Стоит отметить, что Акбарали Абдуллаев там начал обосновываться с 2006 года, когда он приехал туда вместе со своей кузиной, двоюродной сестрой Лолой Каримовой, младшей дочерью президента, которая, по нашим данным, приехала туда рожать своего второго ребенка. И с тех пор, как Латвия открыла эту программу «Золотая виза», то есть дается вид на жительство в обмен на то, что иностранный гражданин покупает недвижимость на определенную сумму или делает банковский вклад в определенном количестве. И узбеки на сегодняшний день, по данным миграционной службы Латвии, занимают 3-е место среди бывших республик Советского Союза по количеству. Их 1525 человек, которые получили по этой схеме вид на жительство в Латвии. Выселить из села хотят семью, которую местные жители обвиняют в попытке уехать в Сирию. В Кыргызстане продолжение получила история Мавлюды Шариповой. Женщине с 3 дочками и внуком жители деревни объявили ей бойкот, а младших детей вовсе отказались пускать в школу. Правда, сейчас ситуация в селе наладилась, однако большинство жителей все еще недовольны тем, что семья осталась в деревне. Так, были ли они в Сирии, почему односельчане отказываются верить Шариповой? В запутанной истории разбиралась Жебек Бегалиева. В Кимихон в селе не разговаривают. Даже у деревенской колонки, где обсуждаются все местные новости, с девушкой даже не здороваются. Мы остались такие же. Это они изменились и не хотят с нами общаться. С теми, кто хочет общаться, мы разговариваем, а некоторые проходят молча. Конечно, это очень неприятно. Если бы не было той поездки, все было бы хорошо. Семье Кимихон молчаливый бойкот объявили после того, как их обвинили в попытке уехать в Сирию. Но были и такие, кто угрожали физической расправой. Приходили домой, били стекла. Приходили и пьяные, но мы сказали: посмотрите наши документы, у нас все в порядке. Мы понятия не имели, что мы находимся рядом с Сирией, и узнали об этом потом. По словам Мавлюды, в самой Сирии она не была. Турецкая полиция задержала их в одном из городов на востоке Турции. На границу с Сирией Мавлюда поехала вместе с 3 дочерьми и внуком. Там она надеялась встретиться со своим мужем. Муж уехал работать на мебельную фабрику в Турцию.
8 дней от него не было вестей, а потом нам позвонил мужчина. Сказал, что если мы хотим, чтобы у моего мужа было все в порядке, мы должны приехать к нему. Они купили нам билеты. Я отказывалась, но потом они начали угрожать. По рассказам Мавлюды, испугавшись расправы, она согласилась приехать. Через Россию женщина с дочками и с одним внуком попала в Турцию. Там незнакомые ей люди удерживали их несколько месяцев. У них очень низкий уровень образования. Понимаете, их запугали. Сказали, если они не приедут, у их отца будут проблемы. Девочки, молодые совсем, подростки. Они запутались просто. Людям ситуацию мы много раз разъясняли, сказали, но население боится. Боится, что они будут распространять неверные идеи. Как только Махмудовы вернулись в село, семью потребовали выселить. Младшей дочери Мавлюды Тахире запретили посещать школу. Директор сказала, чтобы я не приходила, потому что я ездила в Турцию. Потом приехали люди из города, и я снова начала ходить на уроки. С помощью старейшин жителей деревни удалось успокоить, но из-за обычной женской ссоры ситуация снова накалилась. Старшая дочь поругалась с новой женой своего бывшего мужа, и люди возмутились. Мы их простили, они тут воду мутят, живут вольготно, свободно ходят по улицам. Как не пойдем домой, у них полно еды, хорошо одеваются, а мы от пенсии до пенсии перебиваемся. Живут Махмудовы действительно лучше многих сельчан. Деньги, по словам Мавлюды, присылает муж из Турции. Это подтверждают и в МВД. Есть почтовые переводы из реального адреса. Своего супруга Мавлюда, кстати, так и не увидела. А могла бы вообще никогда не увидеть, если бы их на сирийской границе не задержала турецкая полиция. Любек Бегалиева, Азат Антумаков. В настоящее время. Джалалабадская область, Кыргызстан. Далее в программе. Перемирие сорвано. По всей Сирии возобновились бои всех со всеми. В Алеппо исламисты опять применили отравляющий газ. Авиация бомбит жилые кварталы. В Париже пылают полицейские машины. Демонстрации против изменений в трудовом законодательстве трансформировались в настоящую войну с полицией. Уже 300 сотрудников получили ранения. На Урале бедных будут кормить бесплатно. В разгар экономического кризиса в России предприниматели решили спасти самых обездоленных земляков. Я маслица могу взять, могу колбаски взять, могу рыбки взять. Ситуация вокруг сирийского города Алеппо серьезно ухудшилась после того, как позавчера сорвались переговоры между правительством и оппозицией. Ожесточенные бои ведутся между всеми противоборствующими группировками – правительственной армией, оппозицией и исламистскими формированиями. Эти кадры были распространены исламистскими батальонами, сражающимися на стороне оппозиции. На них вы видите, как ракета попадает в бункер правительственных войск. В то же время врачи, работающие в Алеппо, сообщают о новых случаях применения химического оружия. Неизвестная группировка обстреляла снарядами с удушающим веществом курдский квартал Алеппо-Шейх Максуд. Врач-доброволец диагностировал необычные симптомы, которые похожи на последствия применения хлора. В то время сирийская правительственная авиация нанесла удары по западным районам Алеппо. Погибли по меньшей мере 13 человек, все члены одной семьи. Об этом сообщает сирийский центр мониторинга. Удары с воздуха были нанесены по городу Растан в провинции Хомс и по пригородам Дамаска, где среди погибших есть несовершеннолетние дети. Агентство Рейтер распространяет видео, снятое на мобильный телефон. Вы как раз видите эти кадры. На них последствия этих ударов. Несколько человек были госпитализированы. Тяжелейшие бои ведутся в городе с 200-тысячным населением Дер-аз-Зур и Идлиб, которые уже несколько месяцев окружены боевиками ИГИЛ. Как сообщают сирийские правительственные СМИ, войскам Асада удалось отбить крупное наступление исламистов за последний год. Напомним, что в субботу боевикам удалось захватить значительную часть города Дер-аз-Зур, в частности, крупный военный госпиталь, в котором находились десятки солдат и гражданских лиц. Все последние дни сирийская армия пыталась отбить этот район города, и, наконец-то, им это удалось. Сообщается также, что боевики устроили настоящую резню в захваченном госпитале. Они расстреляли почти всех пациентов, которые попали к ним в плен. Смотрите далее. В Париже пылают полицейские машины. Демонстрации против изменений в трудовом законодательстве трансформировались в настоящую войну с полицией. Уже 300 сотрудников получили ранения.
На Урале бедных будут кормить бесплатно. В разгар экономического кризиса в России предприниматели решили спасти самых обездоленных земляков. Я маслица могу взять, могу колбаски взять, могу рыбки взять. В Париже пылают автомобили городской полиции, а сами полицейские вышли на акцию протеста. Полицейские заявляют, что устали от постоянных столкновений с участниками манифестаций против реформы трудового законодательства. Среди сотрудников полиции на сегодня уже более 300 пострадавших и получивших ранения. В момент демонстрации полицейских всего несколько сотен метров от их митинга демонстранты подошли очередной полицейский автомобиль. Это кадры, которые распространяет агентство Рейтер. Нападающие, как видите, не только подожгли машину, но и пытались избить сотрудника полиции. Полицейский применять оружие в ответ не стал. Между тем, французская пресса обрушила целую лавину нападок на парижскую полицию, которая, по мнению журналистов, очень жестоко обходится с протестующими. Протесты против ужесточения трудового законодательства продолжаются во французской столице уже несколько недель. Демонстрации возглавляют многочисленные левые организации. Однако с каждым днем протесты против трудовой реформы все больше трансформируются в уличную войну с полицейскими. Также изменилась и риторика протестующих, которые теперь видят своего основного врага сотрудников правопорядка. В одном из сел Свердловской области в продуктовых магазинах появились прилавки с бесплатными продуктами. Так хозяева лавок решили поддержать односельчан в кризис. Екатерина Пономарева расскажет подробнее. Хлебушка можно взять? В этом сельском магазине нулевые ценники теперь есть на хлебе, молоке и яйцах. Чтобы забрать продукты бесплатно, нужно пройти своеобразный фейс-контроль здешнего кассира-хозяйки лавки. Марина знает всех своих покупателей. И тем, у кого в кошельке не густо, разрешает унести товар просто так. Каждый за спиной не 1/10 трудового стажа. Пенсия у них, вот поверьте, 10. минимальная. И поэтому эта пенсия уйдет туда-сюда, а хочется ведь сладенького, хочется еще что-нибудь. Старушки от такой помощи не отказываются. Говорят, на продукты сейчас и так уходит вся пенсия, не до разносолов. А если сэкономить на хлебе и молоке, можно выкроить на что-нибудь вкусное. Я маслица могу взять, могу колбаски взять, могу рыбки взять. Прилавок с бесплатными продуктами в сельских магазинах Косулина организовали, чтобы поддержать в кризис пенсионеров, многодетных родителей и тех, кто лишился работы. При росте цен буквально на все нелегко приходится и самим хозяевам продуктовых лавок. Марина в сутки выделяет примерно 1000 рублей на социальные продукты. Для ее маленького дела это существенная сумма в месяц. Но лучше так, говорят предприниматели, чем отдавать администрации. Управа часто просит бизнесменов помочь им деньгами на выплаты ветеранам или праздники. Все, что с нас вот иногда просят эту помощь материальную, мы тоже раньше никогда не отказывали. Но ее не так видно, куда она уходит. Поэтому у нас сейчас есть письма от администрации помочь материально. Да худшему вот поможем. Зато помочь продавцам решили сами производители. В связи с тем, что мы раздавали хлеб бесплатно, пришел фермер и предложил свои услуги благотворительности на то, чтобы пенсионерам и людям нуждающимся давали яйца либо молоко по их желанию, по их потребностям. Строгий учет таких благотворительных поставок не ведут. Все на соседском доверии. Предприниматели где-то ужали бюджеты, где-то пересмотрели свои личные траты. И говорят, хорошо бы так по всей стране сделать. В Косулино бесплатных прилавков пока нет, только в крупных торговых сетях. У чьих хозяев, к слову, и оборот выше, и доход больше. Но они, говорят здешние продавцы, не знают своего покупателя и вряд ли заглядывают в его кошелек. Екатерина Пономарева для «Настоящего времени». Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать сегодня. Читайте нас в соцсетях и на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.